даже тогда это была окраина города, еще тогда, в 50-х годах. Ну и мебельный комбинат растет здесь. На рубеже 50-х, 60-х годов, в конце 50-х появился. Он вырос из артели лесотруд. Была такая небольшая артель, которая занималась лесом, и из этого леса делали мебель. Находилась сама артель немного южнее, ниже по Карлутке располагалась, ну, за стадионом «Зенит» современным, примерно на той территории. Здесь появляется, выросло впоследствии мебельный комбинат, то есть целое предприятие, где полный цикл продукции был, начиная от деревообработки, заканчивая полной сборкой. В 90-е предприятие модернизировали, это было вообще одно из ведущих современных в России предприятий в стране. Делали даже собственные зеркала. Одного из корпусов Ижевского мотозавода на рубеже 70-х, 80-х годов здесь, на улице 10 лет октября, открывают производство магнитофонов для Ижевского мотозавода, да, при предприятии. Вообще магнитофон это было не просто бытовое изделие, на самом деле, хотя и это тоже такой активист, общественник, один из первых уже блогеров Ижевска. В 2013 году инициировал вот этот проект, чтобы посвятить людям разных профессий. Ну и не только людям, там, животным, птицам, например. Он хотел обратить внимание на те детали и на тех людей профессий, которые нас окружают. В этом году появилась еще одна настенная роспись, мурал, характерный костюм для северных удмуртов, потому что доминирует белый цвет и красный, красный фон, красный на белом фоне, вот так вот, правильно сказать. Ну и кошка, да, тоже символ домашнего уюта присутствует. В общем, мама, папа, я и кошка. Необычное для своего времени. Это здание построено еще в составе мебельной фабрики в 90-е годы, в 94-м году. И автор, архитектор Петр Илларионович Фомин, он работал в промышленной архитектуре. Много у него знаковых зданий, например, корпуса радиозавода, мотозавода, который он проектировал. А впоследствии он даже строительством музеев занимался. Например, музейный комплекс Калашникова. Это его работа. Он такой архитектор, типичный постмодернист. Идти буквально несколько метров, да, там 100 метров мы с вами прошли от улицы, и сразу ритм совсем другой. Здесь тишина, конечно, если не звук генератора, там какого-то механизма, то было совсем тихо, как будто мы за городом себя чувствуем. И так писали еще в путеводителе 62-го года про туристические тропы Удмуртии. Был такой путеводитель, небольшая зеленая книжка, где описывался один из походов на восток от Ижевска, там, на восточные окраины города. И как раз писали, что вы выходите через лес, и можно заблудиться в нем. В этом лесу как раз этот лес описывался. И то, что вы оказались в тайге, и дальше, идя, не видно конца и края. Но только стоило выйти из леса, вы оказываетесь в районе Бумашек. То есть надо было пройти как раз через лес. Улица 10 лет октября тогда еще не была сквозная. В те годы, в 60-е, поэтому проходили вот прямо напрямую из Тимирязевского леса, то, что мы сейчас называем Тимирязевским лесом, Бумашевский лес, который, по сути, один и тот же лес раньше был. Ну и вот мы сейчас с вами перешли здесь речку Карлутку, то есть вдоль Карлутки путешественник идет, турист. И раньше вот здесь был вообще небольшой прудик. Вот на этом участке пруд был предназначен для, чуть ниже плотина находилась, для противопожарный пруд для завода, для предприятия, мебельного комбината. То есть это противопожарный водоем. Ну, это такое требование безопасности было. Прудов на Карлутке было несколько. На улице Тимирязева построили медсанчасть номер 4, которая обслуживала работников Ижевского мотозавода. Ну и дома на Тимирязево строили в основном для сотрудников предприятия. Тогда улица в основном была деревянная, но на смену ей строили 9-этажное общежитие, дома с отдельными квартирами, и тут же расположилась медсанчасть. Это была одна из самых современных больниц в Ижевске, потому что мотозавод это что? Это не только космическая продукция, магнитофоны, это еще и медицинское оборудование. Более того, у мотозавода была всегда возможность привозить импортное оборудование и самые передовые медицинскую технику привозить в Ижевск. И вот поэтому здесь всегда по лучшему оснащению было. Работали ведущие ученые, медики, хирурги. Руководитель, главврач больницы многие годы был Илья Борисович Однопозов. Вот именно он проектировал, ну, можно сказать, руководил строительством этой больницы. Ну и был заслуженный врач Удмуртской республики.
появилось так называемое белокрининское течение старообрядчества. И вот в Ижевском заводе, кстати, в Воткинске, оно преобладало как раз до революции. То есть в наших вот городах, заводах. И в Сарапуле тоже они были представлены. Лишь во время Первой русской революции старообрядцам разрешили открывать собственные храмы. До этого они были фактически на положении полулегальном в стране, даже подпольно совершали богослужения, но тем не менее занимали знатное положение в торговой среде. То есть многие купцы были старообрядцы. В Ижевске самая известная это семья Глоблиных, конечно, была до революции. В 1911 году на Троицкой улице, на Советской нынешней, построили собственный храм в русском стиле. Архитектор был Иван Аполлоныч Чарушин. Он же, кстати, строил и Михайловский собор, десятки других зданий в качестве архитектора. В неорусском стиле, да, он работал. Храм выглядел примерно так же, как нынешний храм. Тоже, значит, купола были, венчали его, такие же колокольни. И в 1936 году, в советское время, как и все остальные храмы, Покровская церковь подверглась закрытию и разрушили ее. Ну и в 90-е годы, когда началось возрождение религиозных, национальных движений, в том числе поднялись, ну скажем так, возрождение старообрядчества началось в стране, в том числе и у нас в Удмуртии. И один из первых храмов, которые вообще восстановили в республике и построили с нуля, это был вот наш Ижевский Покровский храм. Архитектор его был Долнаков. Он из Сибири, из Алтайского края. Он сам был из старообрядцев, строил в советское время гражданские здания, проектировал, но в 90-е перешел в церковную архитектуру, вернулся как бы к корням, к традициям. И вот когда он спроектировал храм, это был самый большой старообрядческий храм. Дома жилые. Вот некоторые дома построены как раз еще до военный период. Какие-то, конечно, уже здесь перестраивали. Вот я в одном документе находил упоминание, когда эвакуировали людей в годы Великой Отечественной войны, их расселяли по разным домам по всему Ижевску, в том числе вот здесь на Восточный поселок, и смотрел адреса. И как раз вот улица Серова была одна из таких улиц, куда переселяли людей в тот период. Ну, названо так в честь художника. Место бумажи были, но это были такие стихийные огороды. Там картошку садили. Ну, а еще до строительства бумажи вспоминали, вдоль Воткинского шоссе медведи ходили. Встречали. Вот Виктор Петрович Ионов вспоминал про медведей. У них там... Тоже степановская это работа. Степановская работа, да. Вот троянский лось и вот этот лось из А веток. у Шумайловского рынка? Это тоже его. А музей насколько Герда мне известно. внутри там. А это Анфим был. Ханыков делал. Во дворе музея Кузьба и Да, Герда, да, да. его разобрали, даже Разобрали, того да. лося, хотя он тоже шикарный был, из соломы сделанный. Ну, он делался Солома, как мох, временный. вообще здорово. Все-таки ленд-арт это не профессиональная скульптура зачастую, хотя бывают довольно интересные работы и очень хорошо, удачно вписался в ландшафт. Так вот, этот дом с сюрпризом, с другой стороны, там есть мансарды, 6-й этаж надстроен у дома. Это для Союза художников сделали. Выбивали в свое время для мастерские специально, чтобы было где заниматься художником, да, писать. Там высоченные потолки, большой балкон. Балконы нужны были, чтобы выносить огромные плакаты с портретами Владимира Ильича Ленина.